28 июня во Владикавказе в конференц-зале Северостинского института гуманитарных и социальных исследований имени Васо Ивановича Абаева прошла презентация трехтомника «Энциклопедия Астинской нартиады», первого в своем роде фундаментального труда, в котором обобщены результаты многолетних исследований в области нартоведения за более чем 1,5 столетия. Наша съемочная группа пообщалась с доктором исторических наук, профессором, заведующим отделом этнологии СУИКСИ, заслуженным деятелем науки Российской Федерации Людвигом Алексеевичем Чибировым, главным редактором изданий, обещающими стать богатейшим фолиантом культурного и эпического наследия астинского народа. Учитывая плодотворную деятельность Людвига Алексеевича, трудно представить, что ученый шел долгих 50 лет к созданию этого эпического труда. Идея о создании энциклопедического труда впервые у меня появилась в 80-х годах прошлого столетия. И когда я поделился с Василием Ивановичем Абаевым о создании этнографического словаря, он обеими руками меня поддержал эту инициативу. И после окончания президентского своего срока, когда я начал работать здесь в Северостинском институте гуманитарных и социальных исследований, я взялся за осуществление этой идеи. Да, сперва мы думали, что это будет этнографический словарь, но потом, когда уже началась работа, то она выросла в фольклорно-этнографическую энциклопедию. Над ней я работал около 10 лет, с 2002 года по 2012 год. Вышла она в 2013 году. Это было сенсационное явление, потому что это была первая энциклопедия в осетинском в истории Осетии, и к тому же первая уникальная энциклопедия по этнографии. В этнографической науке ни у одного народа не было энциклопедии. Энциклопедия это была первая в этом роде. И когда эта энциклопедия пользовалась уже была воспринята с восторгом обществом, многие мои коллеги, которые работали со мной в энциклопедии, осетинская этнографическая энциклопедия, так она называется, она сейчас у меня здесь на полке, да, уже обратились ко мне, мол, у тебя есть уже опыт в создании энциклопедии, надо возглавить еще и создать другую энциклопедию. С такой мыслью впервые со мной поделился наш известный Батрас Константинович Харепов, который со мной работали в первой энциклопедии. Ну, было высказано два предложения. Кустаевская энциклопедия наподобие Лермонтовской и вторая по нартовскому эпосу. Ну, когда я поделился с этим мнением с нашим директором, уважаемой Залиной Владимировной Кануковой, она всячески поддержала мою идею, и мы остановились на создании нартовской энциклопедии по очень многим факторам. Во-первых, будучи этнографом, я был ближе именно к фольклору. Этнография без фольклора не обходится, они неразрывно связаны между собой. С другой стороны, последние годы относительно возникновения первоначального ядра эпоса начались уже споры, ненаучные подходы ко всему, присваивание его людям, это самое, тем или, в общем, стал очень предметом спорных явлений. Потому мы решили остановиться на этой энциклопедии. К созданию новой книги автор масштабного проекта приступил в 2016 году. Началась работа по подбору авторского коллектива. В итоге редколлегия объединила более 10 ученых различных степеней и наук из севера и юга Осетии. Руководителем рабочей группы ожидаемо был назначен Людвиг Алексеевич Чибиров. Доктора и кандидаты исторических, экономических, филологических и философских наук, профессора, научные сотрудники долгие годы трудились над сбором, изучением и исследованием материала по нартиаде. Дизайн и художественное оформление издания принадлежит заслуженному художнику РСО Алания Николаю Василенко. Любая работа по энциклопедическому характеру начинается с изучения всей литературы, которая имеется по данному вопросу, исходя из этого составления словарных статей, формирования авторского коллектива и так далее, и так далее.
Так я начал работать в 2016 году. В отличие от первой энциклопедии, желающих принять участие в этой уже появилось побольше. В первую энциклопедию не с охотом ко мне шли люди, потому что мало кто верил, что из этого что-то получится. А когда увидели результат первой, то уже просить людей принять участие в этой энциклопедии не пришлось больше. В общем итоге в этой энциклопедии в авторском коллективе 56 человек. Такое огромное количество. Здесь входят сюда все те, кто занимается нартовскими эпосами в Северной Осетии, в Южной Осетии, за пределами наших республик, в Москве. Здесь есть ученые из минеральных вод, из Ростова-на-Дону, из Москвы, из Украины, из Испании, из Турции, из Армении. В общем, те, кто занимался нартовскими эпосами и имеют какое-то отношение к эпосу, мы никого не обошли стороной. Кроме того, в энциклопедии мы в первой энциклопедии ограничивал авторов определенным объемом статей каких-то, а сейчас уже поставили другую установку, что можно писать столько по существу, сколько получается. Поэтому, когда первые начали работать над энциклопедией, то по первым статьям судья мы уже решили о том, чтобы, исходя из поступивших материалов, из этих статей, мы его сделали в 3 солидных томах, которые сегодня уже вышли из издания. К созданию энциклопедии Остинской нартиады, помимо ученых СУИКСИ, также были привлечены более 50 специалистов различных наук из научных организаций России, ближнего и дальнего зарубежья. Работа над проектом длилась на протяжении 7 лет. Эпос фактически относится к филологии, к филологическим наукам в итоге. Но в авторском коллективе работают и философы, и археологи, и этнографы, и гражданские историки, и медики, и там философы. В общем, кого только здесь нет. Одним словом, это настолько уникальное явление нашей энциклопедии, это самый нартовский эпос, что к нему имеет доступ почти все гуманитарные науки. И потому у нас получился всеобъемлющим. Более 150 лет тому назад уже началось научное изучение нартовского эпоса. За это время накопилась огромная литература. И все, кто занимался этим эпосом, в персоналиях они имеются. Даже мы включили в персонале людей, которые хотя бы одно сказание рассказал кому-то. Да. И не только тот, кто рассказал сказание, но есть и именно все данные о том, кто его записывал. Так что ничего существенного, имеющего отношение к осетинским нартским сказаниям, мы абсолютно ничего не упустили. По-настоящему дорогая книга по значению и содержанию. Эти слова гостя на презентации в точности отражают всю сущность этого трудоемкого издания. Энциклопедия Остинской нартиады отражает накопленные остиноведением за 1,5 столетия сведения об осетинских нартовских сказаниях. Сюжеты, циклы и герои нартиады, записи, публикации и исследования российских и зарубежных ученых, посвященные эпосу, информацию о его собирателях и сказителях, анализ исторических, мифологических, художественных основ эпоса, обзор генетических и ареальных связей нартиады с мифологиями народов Северного Кавказа и мифологиями других стран. Я считаю, что это большим событием в нашей культурной жизни нашего народа, в научной жизни. Народы, у которых имеются энциклопедии, более 20 в мире. Но ни у одного народа нет еще энциклопедического труда по эпосу. Так что в этом плане наша энциклопедия также является уникальной в мировой этнографической эпической практике. Работать пришлось очень долго. Мы его тщательно редактировали. Люди работали с большим энтузиазмом в авторском коллективе и в редакционной коллегии.
Я бы мог сейчас перечислить, но это займет очень много времени, там все указано. Есть там еще 3 заместителя главного редактора: Залина Константиновна Кусаева, дальше Константин Юрьевич Рахно, также Ирлан Сергеевич Хугаев. Они были моими 3 заместителями, которые тщательно редактировали все тексты, которые имеются в авторском коллективе, большое количество людей. В общем, я остался очень доволен, потому что коллектив, несмотря на его многочисленность, оказался именно очень сплоченным, и никаких таких эксцессов в итоге у нас не было. Все прошло, не торопясь, мы окончательно отшлифовали все тексты, потому что мы прекрасно знаем, что эта энциклопедия будет тщательно рассматриваться везде и всюду, и я думаю, не согрешу против истины, если я скажу, что наша энциклопедия смело можно показать любому обществу. Это настоящее академическое издание осетинского нартовского эпоса. Это энциклопедия не только свод данных о нартовском эпосе, который существовало в итоге и так далее, но здесь есть еще новое слово нартоведение на нынешнем этапе. Здесь решены очень многие вопросы, которые уже ставились до этого. Да. Дело в том, что, понимаете, просто сейчас новый этап нартоведения. Первый этап начался после издания работы Абаева «Нартовский эпос» в 1945 году. С тех пор прошло уже столько времени в итоге, и за это время накопилась огромная литература. Мы в какой-то степени подводим итоги всем этим трудам и работам, которые возникли по эпосу, и говорим мы свое слово новое, то, что нам полагается в итоге. Богатейший иллюстрированный материал, включенный в энциклопедию Остинской Нартиады, представлен графическими и живописными работами выдающихся мастеров остинского изобразительного искусства: Туганова, Джанаева, Бедоева, Бутаева, Джекаева, Хохова и других художников. В трехтомник включено более 600 иллюстраций отличного качества. Вместе с тем она иллюстративно очень хорошо оформлена. Да, в этом все персонали со своими фотографиями. Здесь использованы во всех нартовских книгах о нартовском эпосу, в основном пользовались работами 3 художников: знаменитого Махрабека Туганова, это Аслангири Ходова и это самое Джанаева в итоге. Да. А сейчас вот в этой энциклопедии именно вошли почти все наши художники, их картины всех наших художников, которые после них занимались нартовским эпосом. Здесь более 600 с чем-то, от них только фотоиллюстративных материалов. Так что в этом плане тоже она соответствует международным нормам издания энциклопедии. Представители научной и культурной интеллигенции Севера и Юга Осетии, присутствовавшие на презентации издания, в один голос высказались за выдвижение энциклопедии Остинской Нартиады на соискание государственной премии. Издание 1-го тома осуществлено при финансовой поддержке экс-главы Республики Северная Осетия Алания Вячеслава Битарова и предпринимателя Алана Чибирова. Финансовую поддержку при издании 2-го тома оказали депутат парламента Эрсу Алания Селимхан Ватаев и предприниматель Вадим Ванеев. Издание 3-го тома осуществлено при финансовой поддержке председателя Международного общественного движения Высший совет осетин Казбека Иналдиева и ряда остинских и российских предпринимателей. Книга отпечатана в Ростове-на-Дону, была опубликована в частном издательстве «Абита». Тираж каждого тома составил 1000 экземпляров. Энциклопедия Остинской Нартиады стала бесценным даром и уникальным вкладом в решение немаловажной задачи изучения, сохранения и популяризации нартовского эпоса, историко-культурного наследия осетин.